Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а вернее на вашу судьбу, и посмотрим, с кем сойдутся ваши стежки, дорожки судьбы. Отсыпка называется «Перекрестки», перекрестки судеб. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о каких мужчинах, женщинах, да, ни о ком думать не надо. Просто загадайте на себя и подумайте о себе. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, о ком это вы так слезы льете, либо из-за кого вы так слезы льете? Так. Но здесь много всего вышло. Ну давайте, наверное, пойдем по порядку. И, девочки, имейте в виду, принимайте информацию относительно своей жизненной ситуации. Много песка просыпалось прямо в самом центре. Это говорит о том, что вы либо по кому-то слезы льете, да, вот человек был и сплыл, да, либо человек перешел в мир иной, а человек как-то странно исчез. То есть вы льете слезы. Либо вы из-за кого-то льете слезы. То есть если вас, например, партнер в сегодняшнем дне обижает, либо в прошлом человек настолько сильно вас обидел, что вы до сих пор об этом думаете, и вам обидно, вам плакать хочется, или вы плачете и думаете, ну как же так? Но это же нечестно, это несправедливо. То есть человек мог обидеть, там, не знаю, своей агрессией, своими поступками, проступками и также переметнуться, например, в другую семью, к другой женщине. То есть вот такой момент. То есть что-то происходит, либо произошло в вашем прошлом. Мои хорошие, но мне очень жаль, что вы это все пережили, либо переживаете в сегодняшнем дне, но такова ваша карма. Здесь четкое указание на кармический узел. То есть эта ситуация была вам по судьбе, и вам по судьбе было ее испытать, пережить, либо прожить. Да, у каждого по-своему отыграется. Эта ситуация, она как триггер, как толчок к какому-то вашему потенциалу, таланту, способности. Кто-то из девчонок после этого, не знаю, там, суперспособности обретет, а кто-то станет настоящей амазонкой, такой пробивной, крутой женщиной, девушкой. Понимаете? То есть это не на погибель, это наоборот на благо идет, на благо. То есть пережив, прожив это все, вы станете гораздо лучше, гораздо сильнее. И для вас, да, очень много всего нового откроется, да, очень много всего нового придет в вашу жизнь. Конечно, это такое слабенькое утешение, особенно когда больно, когда сердце рвется на части. Но, тем не менее, сейчас вы этого не поймете. Вы поймете это чуть попозже, когда жизнь начнет меняться, когда вы начнете меняться. Ситуация в целом грустная, тревожная, печальная, горестная, но она прокачивает все ваши особенности, все ваши таланты и, конечно же, открывает перед вами двери судьбы. Да, поймете чуть попозже. А сейчас держитесь, вам есть ради чего жить. Надеждой живите, будущим живите. Абстрагируйтесь от прошлого, абстрагируйтесь от сегодняшнего дня. Смотрите только вперед, смотрите только в будущее. Так, еще. Здесь мне показывают человека с инициалом на букву О. Человек очень мутный на самом деле. Человек, который... Нет, он не плохой человек. Нет, вы не думаете, что он плохой человек. Просто у него такие особенности, когда он больше похож, знаете, на страуса, который не любит решать проблемы, а любит ждать, пока они вот где-то там рассосутся, улетят, испарятся, кто-то другой решит. Да? То есть такая позиция, как что, так сразу голову в песок.
Попу кверху, голову в песок. Вот это его стандартная поза. В любой проблеме, в любом критическом моменте. Ну вот такой вот он человек, вот таким он родился. И поделать с этим ничего невозможно. Этого человека ничего не исправит. Если вы думаете, что ему так нравится жить, вы ошибаетесь. Но с другой стороны, ни убеждения, там, ни психологи, ни какие-то вот пережитые моменты, там, собственный опыт, чужой опыт, это не способно на него повлиять. Про таких обычно говорят, да, ни рыба, ни мясо. Не ждите чуда. Не ждите чуда. Этот человек в вашей жизни появился, ну, так можно сказать, за уши притянулся. Причем, ну, я так понимаю, что он сам притянулся. Не вы его притягивали к себе, а он сам к вам притянулся. Он почувствовал вашу силу. Он почувствовал вашу безумную энергетику и подумал, что ага, но она красивая, но она сильная, но она умная, она заботливая. Может быть, я рядом с ней поменяюсь. Нет, к сожалению, этого не будет. Да, вы даны ему как учитель по жизни. Да, вы даны ему для того, чтобы примером показать, что вот смотри, если люди сильные, смелые, активные, да, у них вот такая жизнь, и так они живут. А если как ты, то будет все, ну, извините, ровно, гладко, неинтересно и пресно. Но, к сожалению, я не вижу, чтобы он понял, чтобы до него это дошло, и чтобы он что-то начал делать и менять. Здесь харизма нужна, а у него ее нет, просто нет, стержня нет. Да? Он держится, я не знаю, там на жилочках, стержня нет. Такая, знаете, масса, передвигается как масса, да? Не на чем держаться, костям, там, не знаю, скелету не на чем держаться. Но вот такой вот он. Не ждите от него чудес. Чем смогли, вы ему помогли, объяснили, рассказали, показали. А дальше это уже его проблемы. А вы, пожалуйста, не теряйте время понапрасну, потому что кроме его, извините, попы, ничего не видно. Да, голова, она там как залезла в этот песок, так и застряла. Извините, что говорю вам это, но вы должны это знать, поверьте. Вы должны это знать и сделать правильные выводы. Не ваше, не ваше. Так, следующий момент. Здесь у вас дорожки, ваши дорожки скрестятся на перекрестке с одним очень умным, красивым, богатым, интересным человеком. Но есть одно но. Человек, скорее всего, не свободен. Либо человек, ну это его собственное решение, не создавать ни с кем семью, да, не жениться и не связывать себя узами брака. То есть, может быть, в принципе, он боится жениться, а может быть, опыт плохой был. Человек очень классный, очень замечательный, как друг вообще идеальный, но не создан для семьи. Либо в данный период времени он боится создавать семью. Этот человек в вашу жизнь войдет не для того, чтобы вас там любить, замуж позвать, а для того, чтобы вас как-то материально поддержать, прокачать, ну, банально денег вам дать. Да, у каждой девочки по-своему отыграется. Не влюбляйтесь в этого человека, не влюбляйтесь, потому что, к сожалению, я не вижу, чтобы между вами возможен был брак. И даже, девочки, если вы от него родите, ну, не станет он все равно мужем и даже не станет хорошим отцом. То есть у него главный его талант – это уметь зарабатывать деньги. Да, это он умеет делать, но для семьи, для любви он не создан. Ну, и он к этому не стремится. Будет предлагать вам помощь – берите. Работать у него вообще одно удовольствие. Он очень классный начальник, он очень такой, знаете, внимательный, справедливый, да, просто замечательно. Дружите, общайтесь, принимайте от него помощь, но только в него не влюбляйтесь. Так, следующий момент. Следующий момент связан с какой-то женщиной. С какой-то женщиной, с которой вы скрестили просто шпаги. Соперница, конкурентка. Такая, знаете, злобная, агрессивная женщина. Причем я не вижу с вашей стороны желания с ней бороться, агрессировать, но с ее стороны хоть отбавляй. То есть она вас выбрала своим врагом. Да, либо назначила, так может быть. Значит, мои хорошие, почему вы с ней скрестили
шпаги. Во-первых, вы лучше ее, и вы должны об этом знать. Я думаю, вы и так об этом знаете. Во-вторых, с этой женщиной вас реально связывает какое-то воплощение. Где-то вы уже с ней враждовали, либо где-то вы с ней уже соприкасались. И в этом воплощении просто, как души друг друга узнали, да, что вот, да, а ты мой враг, а я тебя помню. Мозг не помнит, а душа помнит. И в-третьих, для этой женщины вражда с вами — это как угроза ее существования, да, то есть она пытается сделать все, чтобы ее существованию ничего не угрожало. А вас она воспринимает как угрозу. Может быть, действительно вы угроза, может быть, у нее там муж какой-то, да, который на вас засматривается, может быть, карьеру она хотела построить, а тут вы такая умная нарисовались, талантливая, способная, а она на вашем фоне, так вяленько выглядит. Да, у каждого по-своему отыграется. Смотрите, вы ее как в прошлом воплощении побили, так и вы там побьете. Но вы априори сильнее, чем она. Априори, понимаете, и тут ничего не поделаешь, не попишешь. Для вас, конечно, это странно и удивительно, что вот какая-то женщина, она на меня тут кидается, что-то мне тут предъявляет. В принципе, все логично, все очень-очень логично. Вы ее точно победите, но я вам рекомендую ее пощадить. Пощадить и вот так, знаете, простить. Простить, да. Это будет правильно. Это будет хорошо для вас. Если у вас уже произошла ситуация с подобной женщиной, и, например, эта женщина стала разлучницей, то же самое. Отпустите и простите. Вот этим вашим прощением вы навлечете на ее голову страшные беды. Когда вы от сердца прощаете и говорите: я человек, тебе претензий не имею. Да, все в руках Божьих. Поверьте, высшие силы порвут ее на вот такусенькие микрочастички, да, прям ее там потрепают. Достанется, дай Боже. Поэтому это самое лучшее решение — простить. Простить и не вспоминать о ней. Вот. Вы всегда сильнее, вы всегда лучше, чем она. Вот сколько бы воплощений вы ни встречались, вы всегда впереди, да, на ступеньку выше. И ее это очень задевает и бесит. Может быть, у вас такой вопрос был, да, а что же она на меня так накинулась, да, откуда у нее столько злобы? Память из прошлых воплощений. Так, следующий момент связан с вашим будущим. Будущее. В будущем вам два пересечения, два перекрестка идет. И эти два перекрестка, они очень широкие. Один перекресток с мужчиной, который похож на вас, может быть, внешне похож, может быть, ментально похож, может быть, вы как земляки с этим человеком. А второй перекресток с совершенно не похожим на вас человеком. Здесь могут быть различия и в возрасте, и в нации, и в вероисповедании, да, даже в расе могут быть различия, понимаете? Вот настолько может быть. И эти два перекрестка, они приблизительно в одно и то же время происходят, да, параллельно друг другу они происходят. Девушки, женщины, кто хотел бы, мечтает, да, о семейной жизни, хотел бы счастливую семейную жизнь, хотел бы любовь. Здесь просто очень сложный выбор, такой, знаете, грустный до слез, и непонятно, кого выбирать. И у одного будут плюсы и минусы, и у другого будут плюсы и минусы. И один будет звать, предлагать замуж, и другой будет звать, предлагать замуж. Здесь, девчонки, только лишь ваша интуиция вам поможет. Только лишь ваша интуиция поможет. Я вижу, что с одним человеком у вас все ок, замечательно, и со вторым то же самое. Нельзя сказать, кто из них хуже, а кто из них лучше. Вот не могу я этого сказать. Они какие-то равноценные, друг на друга абсолютно не похожие, да, но равноценные. Опирайтесь только на свою интуицию. Но и не думайте долго. А то смотрите, как два варианта, а потом окажется, что и ни одного не будет, если будете долго думать, долго там что-то перебирать, выбирать.
Также девочки, которые сейчас в браке находятся, и вы так чисто с интересом зашли на мою отсыпку. У вас тоже какой-то странный мужчина идет, не местный, там приезжий, может иностранец, либо мужчина, который будет уезжать. Да? Вот он будет уезжать и скажет: ну, бросай все, поехали со мной. Тоже будет очень сложный выбор. Нереально сложный выбор. Тут уже, как говорится, все знакомое, все привычное, а тут вот пойди узнай, что будет. Девчонки, только лишь ваша интуиция. Только лишь ваша интуиция. И не берите на веру чужих, я не знаю, там, советов, чужих подсказок. Все это пусть останется где-нибудь там подальше. А вы верьте только себе, своему сердцу верьте. И своему, конечно, разуму. Но одна вы точно не останетесь. Вам вообще на роду написано быть счастливой. И, девочки, не верьте, если вам кто-то будет говорить про какие-то там идеальные отношения, да, где люди там пылинки друг друга стувают, там никогда не спорят, не ругаются. Это такое исключение из правил, там такая редкость, я не знаю, там 1 на, может быть, 10 миллионов. Все люди, даже очень любящие, все равно могут и поспорить, и поругаться, и там пообидеться друг на друга. Это нормально. Это нормально. А когда вот чисто вот это идеальное, то тут уже как-то, знаете, подозрительно становится. С чего оно такое идеальное? Может, люди там лицемеры, нечестные, да? Не гонитесь вы за такими суперидеальными отношениями. Живите нормальной, полноценной жизнью. Иногда ведь тоже хочется выпустить пар, правильно? Вот смотрите, вы когда сама с собой наедине, вы же тоже на себя злитесь. И слова на себя всякие можете там думать, говорить. Это нормально, это естественно. Это естественно. Поэтому голова объединяется с сердцем, да, ваша интуиция вам делает выводы, дает подсказки, и вы принимаете решения. Ну вот 2 перекрестка и в одно и то же время. Не думайте долго, решайтесь и выбирайте. Вам счастливой быть. Я это вижу, я это знаю, и, как говорится, дай Бог. Да? Аминь. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите, пожалуйста, себя. Всем пока-пока.